Алатырской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления частью 1 статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкая взятка». Судом установлено, что подсудимый, являясь сотрудником правоохранительных органов, 23 августа 2021 года, используя посредника для получения листа нетрудоспособности, не имея на то законных оснований, перевел денежные средства в сумме 2500 рублей, после чего врачом районной больницы ему был оформлен лист нетрудоспособности без фактического проведения медицинского освидетельствования. Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Отмечаем, что ранее по указанному факту уже был вынесен приговор в отношении сотрудника медицинского учреждения. Прокуратура Красночитайского района потребовала оплатить предпринимательскую работу за исполненный муниципальный контракт. В ходе прокурорской проверки установлено, что администрацией Красночитайского сельского поселения с индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на ремонт водонапорной башни по улице Огнеборцев. В соответствии с условиями контракта его цена составила более 190 тысяч рублей. Подрядчиком своевременно выполнены предусмотренные работы в срок до 1 октября 2022 года. Вместе с тем, их оплата органам местного самоуправления не произведена. Прокуратурой района по данному факту в отношении главы Красночитайского сельского поселения возбуждено дело об административных правонарушениях по части 1 статьи 7.32.5 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Нарушение срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». В адрес администрации Красночитайского муниципального округа, являющейся правопреемником администрации сельского поселения, внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам рассмотрения дела виновное должностное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей. Вопрос реальной оплаты предпринимателю за оказанные услуги находится на контроле прокуратуры района. Прокуратура Урмарского района проверила ход капитального ремонта в образовательном учреждении. Прокурор Урмарского района Александров Денис проинспектировал ход проведения работ по капитальному ремонту МАОУ «Урмарская СОЖ» имени Егорова. Ремонтные работы на основании заключенного контракта с Республиканской службой единого заказчика Минстрой Чувашии проводит ООО «Глобалстрой». На сегодняшний день в МАОУ «Урмарская СОЖ» имени Егорова выполнено 80% строительных работ. Срок выполнения работ по контракту 31 марта 2023 года. С учетом степени готовности объекта должностному лицу подрядной организации, ответственному за выполнение работ на объекте, прокурором района объявлено предостережение о недопустимости нарушения законов и ответственности за несвоевременное проведение капитального ремонта. Выполнение работ на указанном объекте капитального ремонта находится на контроле прокуратуры. Прокуратурой города Новочебоксарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Спутника. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В ходе предварительного следствия, проведенного Следственным комитетом России, установлено, что обвиняемый в период с 14 часов 30 минут по 17 часов 00 минут 29 ноября 2022 года употреблял спиртные напитки совместно со своей знакомой в ее квартире, расположенной по улице Винокурова города Новочебоксарска. Будучи в состоянии опьянения, в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры, он взял нож и нанес им удар в область груди. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Отмечаем, что за совершение указанного преступления виновному может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.